Государство должно предоставить прямую поддержку семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации. Это наша последовательная политика. Мы и дальше будем двигаться именно по этому пути. У нас уже действует система выплат на первого и второго ребенка в возрасте от рождения до 3 лет. Эти выплаты получают семьи, где доход на члена семьи меньше 2 прожиточных минимумов. В среднем по стране размер такой выплаты на ребенка составляет 11 300 рублей в месяц. В 78 субъектах федерации установлены выплаты на 3-го ребенка. В среднем по стране размер такой выплаты на ребенка также составляет 11 300 рублей в месяц. Мы, обращаю ваше внимание, последовательно идем вот в этой сфере, шаг за шагом. В прошлом году мы ввели выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно. Их размер дифференцирован и в среднем по стране составляет от 5650 рублей до 11 300 рублей в месяц. Поручаю правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Задача – свести к минимуму угрозу бедности для таких семей. Но ряд новых решений необходимо принять незамедлительно, уже сейчас, сегодня. Всегда трудно воспитывать ребенка в неполной семье. Причин здесь может быть огромное количество. Дело не в причинах. Дело в том, чтобы детей поддержать. Особенно трудно, когда такая семья находится в непростой материальной ситуации. Тем более, когда дети идут в школу, и расходы семейного бюджета объективно становятся больше. Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка. И в свидетельстве о рождении, извините, что говорю о таких вот бытовых вещах, но это вот то, чем люди живут. И в свидетельстве о рождении не указан один из родителей. Либо родители разведены, и один из них имеет право на алименты. Поэтому с 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей.